Высота, от которой кружится голова и появляется страх, но не пустоты, а притяжение этой пустоты и внезапного желания прыгнуть. Прыжок в эту бескрайнюю пустоту наша страна совершила давно, но не сразу. 1957 год. Испытание первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Детище группы советских конструкторов под руководством академика Королева вызвало настоящий прорыв. Удалось преодолеть земное притяжение и выйти на околоземную орбиту. Пока другие страны запускали бездушную электронику, мы отправили в космос собаку, а следом человека. 60 лет назад его легендарное «Поехали» облетело всю планету. Кто бы мог подумать, что человек, так высоко оторвавшись от Земли, мог сохранять самообладание, пить, есть, да еще и делать записи карандашом. Юрий Гагарин улетел в космос старшим лейтенантом, а вернулся национальным героем. Я обыкновенный русский человек, такой же, как и десятки, сотни тысяч советских юношей и девушек. А когда его привезли, толпа кинулась, чтобы взять у него автограф. Я тоже ринулся, он успел мне автограф. Но я не только его автограф взял. Когда его корабль привезли, я еще оторвал кусочек от этого корабля «Востока». Он встречался с ним и раньше и проектировал тот самый первый советский космический корабль, работая под руководством Королева. После гибели Юрия Гагарина ученый Урал Закиров продолжил работу с межпланетными станциями. На Кубе с помощью радионаблюдения управлял новыми кораблями, отправлявшимися на Луну. Мечты о космосе стали отчетливее. После первого выхода в космос заявку на полет подали все его коллеги. Урал Нуриевич не был исключением. Всех нас собрал Сергей Павлович. И стал, значит, каждого спрашивать, зачем вы хотите полететь. Очередь дошла до меня. Он спрашивает, какая цель у вас? Я говорю, Сергей Павлович, я хочу испытывать в полете аппаратуру и исследовать космическое пространство. И у него были только два слова в ответ. Молодец, настойчивый. Требования к зрению были очень жесткими. По зрению я не прошел. Пытался, конечно, каким-то образом преодолеть это, но не получилось. Во время войны этот скромный человек жил в Алькеевском районе. Здесь он живая легенда, и не только он. Небольшой уголок музея из села Базарные Матаки хранит вселенские экспонаты. Спецкостюмы, которые переданы Анатолием Михеевым, Александром Баландиным и Мусой Манаровым, а также героем России, летчиком-космонавтом Николаем Будариным. В 2009 году музей вошел в Ассоциацию музеев космонавтики России. Шутка ли, их флаг Алькеевского района, видел чуть больше, чем большинство. Флаг нашего Алькеевского района тоже побывал в космосе. Об этом говорит печать, которая ставится только на МКС. Первые космонавты приземлялись на Землю как раз-таки вот в этих гидрокостюмах, потому что космонавт мог приземлиться и на водное пространство, да? И этот костюм, он надувался. Здесь космонавт дергал вот за этот, значит, шнурочек. Датчик здесь вот находится. И сигнал, загоралась лампочка, и сигнал поступал спасателям для того, чтобы определить, в каком месте у нас приземлился космонавт. Как это ни странно, Гагарин остается кумиром до сих пор. Молодое поколение здесь, в глубинке, знает каждую дату и детали и по-прежнему хотят стать космонавтами. Юрий Гагарин, как это ни странно, станет просто точкой отсчета в освоении галактики. Чуть позже советский вымпел появится на поверхности Венеры, искусственный спутник Земли достигнет Марса, начнутся первые эксперименты с живыми растениями в невесомости. Но главной базой все-таки всегда оставалось конструкторское бюро. Люди-тени, люди-призраки, плоды работы которых пожинаются до сих пор. Сергей Королев и Валентин Глушко, непринятые, почти враги народа, но остались фундаментальными звездочками в этом научном созвездии большого космоса. Известный ракетный двигатель РД-1 был разработан под руководством Глушко здесь, на территории 16-22 завода. Он вместе с Королевым и другими выдающимися людьми, учеными, конструкторами, работает в так называемой шарашке, так как ОКБ, НКВД. То есть их водили с автоматами, то они разработали вот этот двигатель как ускоритель
ряда самолетов. Возможно, именно этот движок, один из 184 серийных экземпляров, проходил через руки будущего генерального конструктора и стал как бы эстафетной палочкой в длинной череде космических пламенных моторов. Кафедра ракетных двигателей КАИ, созданная по идеологии Валентина Глушко. Большинство ракет здесь не макет, а реальность. Это хвостовой отсек известной ракеты 8К-14 или СКАТ, 63 год. Это очень старая ракета, но еще стоит на вооружении. А ведущий конструктор был Макеев Виктор Петрович. Совсем недавно, лет 8 назад, я был в МИАСе на фирме и узнал, что он, оказывается, учился у нас в КАИ. Никто ничего не знает, но нашли потом архивные материалы. Но путь к звездам в Татарстане начался задолго до главного прыжка в космос. Обсерватория КФУ, в сентябре ей будет 120 лет. Еще в конце 19 века здесь появляется вот этот телескоп, так называемый меридианный круг. Наблюдения на нем ведутся по воображаемой линии, соединяющей южный и северный полюса. Телескоп служит для определения точнейших координат объектов небесной сферы. Наблюдатель располагался в этом удобном кресле. Телескоп полностью визуальный. Смотрит в окуляр, объект появился в перекрестие, нажимает на пульт и делаются фотографии вот этих кругов. Когда еще не было фотоаппаратов, стояли ассистенты, и ассистенты записывали показания этих самых насечек. А еще здесь продолжается освоение Луны. Существует целый список лунных кратеров, названных в честь казанских астрономов. Всего их 10. Вот так выглядит астрономия 20 века. Не было никаких ПЗС-матриц, были фотопластины. И мы с вами видим снимок полного солнечного затмения, который пронаблюдали казанские астрономы. Была большая экспедиция. К слову, наша обсерватория вошла в предварительный список наследия ЮНЕСКо, а наш земляк, уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков, на днях вернулся на Землю. Он находился в длительной экспедиции на МКС, которая провела на орбите 177 дней. И есть к чему стремиться. Этот путь через тернии не имеет своего конца и края. Если небо по-прежнему над головой, а звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Вдруг в коридоре появляется Юрий Алексеевич Гагарин. Я говорю: Юрий Алексеевич, я хочу, чтобы вы первым сели на Марс. Вот я такие слова. Тогда он подошел ко мне и обнял. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.